по мотивам комедийной трилогии Островского. Над премьерой работает приглашенный режиссер из Москвы. На генеральной репетиции побывала Инна Осекритова. Все артисты в сборе. Проходит генеральный прогон премьерного спектакля. Магия актерской игры, музыкального сопровождения и светового решения способны перенести зрителя в комедийную трилогию Островского. Спектакль «Как Миша Бальзаминов за счастьем ходил» будет приурочен к 200-летию великого российского драматурга Александра Николаевича Островского. Премьера обещает стать одной из самых ярких в театральном сезоне. По сюжету мелкий чиновник Миша Бальзаминов не блещет умом и талантами, но отчаянно стремится быть счастливым. Жизненный успех он понимает однозначно. Для него это богатство. А единственный способ стать успешным – выгодно жениться. Башлачник пришел мерки с барышней снимать. Проходите! Главную роль в комедии исполнит один из ведущих артистов театра Александр Сердюков. По его мнению, характеры персонажей и ситуации, в которые они попадают, выглядят абсолютно современными. Ведь в любое время человек ищет счастье. Пусть оно и кажется нелепым и чудаковатым. Ну, о счастье, само собой, о лжи, о предательстве, о таких же людях, как мы и вы. Ну, потому что без любви, предательства мы бы никогда не поняли, что такое счастье на самом деле и что такое любовь. Поэтому все эти составляющие, весь этот красивый жизненный винегрет, он обязательно будет в нашем спектакле. Над постановкой спектакля работает режиссер Дмитрий Бурханкин. Для него это первый опыт сотрудничества с русским театром. Мне кажется, что вот эта история, которая здесь рассказывается о Мише Бальзаминове, о всех страстях, которые его обуревают, на нее можно посмотреть через призму Гоголя. Ну, что получилось, то получилось. Но это не привычно Островский, это, скажем так, на искушенного зрителя. Классическая история приобретает гоголевский колорит. Яркий пример тому таинственная сваха Акулина Гавриловна, чем-то напоминающая Солоху из «Вечеров на хуторе близ Диканьки». У нее есть такое магическое, волшебное что-то в моей героине и потустороннее даже. Я бы сказала, она очень энергичная, заводная, она желает, собственно, добра, но и про себя не забывает. Спектакль состоится уже 1 декабря. Билеты на премьеру были раскуплены уже в первую неделю, поэтому по просьбам зрителей назначен дополнительный показ на 28 декабря. Инна Осекритова, Роберт Набиев, Вести, Якутск.